Обсил по духу. Так вспоминают заслуженного археолога и кавказоведа, видного общественного деятеля Юрия Воронова. Абхазия была главной областью его исследований. Именно он создал археологическую карту нашей страны, участвовал в раскопках замка Баграта, Себастополя, Сан-Акопии, руководил Цибельдинской и другими важными археологическими экспедициями. Неоценим вклад Юрия Воронова и в общественно-политическую борьбу нашего народа. Во время войны именно благодаря его усилиям удалось прорвать информационную блокаду вокруг Абхазии. Юрий Воронов, конечно, внес огромный вклад в науку. Это один из лучших абхазских археологов, доктор исторических наук. Он историк, да, который написал много книг. Но самое главное, наверное, и чем он известен большинству, хотя это огромная потеря именно для науки, это очень яркий политический деятель. Его выступления перед войной, во время войны и после войны, конечно, сыграли огромную роль. Юрий Воронов написал сотни научных трудов, книг, публицистических очерков и статей. По учебному пособию, одним из авторов которого является Юрий Воронов, студенты и школьники до сих пор изучают древнюю и средневековую историю Абхазии. Ежегодно к его могиле приходит руководство страны, представители общественности и ученые, а также учащиеся Третьей Сухумской школы, носящие его имя. Отрадно, что подрастающее поколение хранит память о выдающемся ученом и государственном деятеле. Если ты гореть не будешь, если я гореть не буду, то кто ж тогда рассеет тьму? Слова турецкого писателя стали жизненным девизом для Юрия Николаевича Воронова. Главным в жизни Юрия Воронова была наука, но он не только был видным ученым, ставшим известным еще в советские времена. Юрий Воронов возглавил информационную борьбу республики во время Отечественной войны народа Абхазии, использовал любую возможность донести миру правду о военных событиях. Правда превыше всего. Таким был девиз Юрия Воронова. Огромное чувство признательности Абхазии, ее народу, государству за память, за уважение, за то, что его до сегодняшнего дня очень ценят. И я сталкиваюсь с этим всякий раз, когда приезжаю на свою родину. Поэтому хотел, конечно же, от себя сказать всем вам большое спасибо, всем присутствующим здесь. Жизнь Юрия Воронова трагически оборвалась 11 сентября 1995 года, когда он был убит на пороге собственного дома. Вот так жестоко и цинично расправились с выдающимся ученым, единственным оружием которого были интеллект и блестящая эрудиция. Народ Абхазии с благодарной памятью вспоминает замечательного человека, борца за свободу республики, и бережно относится к его бесценному научному наследию. Ульяна Рожкова, Инал Гавинджия, Абхазское телевидение.